Так, по состоянию на 12 часов дня в селе Амга и Чепчелган уровень воды при критическом 925 сантиметров составил 8 метров. В этих населенных пунктах продолжается освобождение от воды затопленных дворовых территорий. А жители частных домов уже приступили к восстановительным работам. Житель села Промкомбинат Чепчелганского наслега Петр Новиков приступил к устранению последствий паводка. Его двухэтажный дом почти наполовину ушел под воду. Они с женой успели выбраться через окно. Я вот 8 лет здесь живу, такой воды вообще не видел. Все пострадали, здесь вокруг 100%. Никто не остался сухой. Большой ущерб понесли семье. Ни забора, ничего, ни мебели, без света, без связи, без тепла остались. Так что нам помощь большая нужна. Кроме того, стихия нанесла ущерб и линиям электроснабжения ряду автомобильных дорог. На восстановительных работах дорожных участков задействованы 15 единиц техники и более 20 человек. Еще до паводка было понятно, что у нас около 25 труб уже находилось под водой, и здесь тоже нужно будет восстанавливать. Вот. Основное это необходимо, чтобы восстановить трубы, в дальнейшем уже дорожное одежное полотно. Свою работу начала и оценочная комиссия для определения нанесенного ущерба. Отметим, что по району около 300 дворовых территорий пострадали от паводка. Мы допоздна будем работать комиссия, вплоть до 9-10 часов, и должны в эти дни закончить акт составлять и должны уже отправить в город Якутск. Всего по Амгинскому району остаются затопленными 3 дворовых территории, но режим чрезвычайной ситуации по-прежнему сохраняется. Оксана Устинова, Андрей Рукавишников, Илья Лыткин, Михаил Емшанов, Амга.